В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. 10-11 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетит Боливарианскую республику Венесуэла с рабочим визитом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. По приглашению президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации президента Боливарианской республики Венесуэла. Кроме того, в рамках рабочего визита состоятся переговоры Рауля Хаджимба и Николаса Мадуро, на которых главы государства обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений. Печальная весть. На 72-м году жизни скончался генеральный директор государственного полиграфического предприятия «Дом печати» Роман Аргун. Полиграфист, заслуженный деятель культуры Роман Аргун руководил Домом печати более 30 лет. Роман Аргун родился в 1947 году в селе Куланурху Гудаутского района. В 1971 году начал работать инженером-технологом в сухумской типографии, затем главным инженером. С 1983 года генеральный директор полиграфического производственного объединения Абхазской АССР, а затем и Дома печати. Роман Аргун на протяжении 20 лет являлся членом Президиума Союза журналистов Абхазии. Избирался депутатом Сухумского городского совета народных депутатов 2 созывов. Участник национально-освободительного движения, а также Отечественной войны народа Абхазии. За вклад в развитие отечественной полиграфии и значительный вклад в становление издательского дела в Абхазии Роман Аргун указами президента Абхазии в 2004 году награжден орденом Ахидз Апша 3-й степени, а в 2015 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Абхазия». В связи с кончиной Романа Аргун создана комиссия по организации похорон под председательством первого вице-премьера Даура Аршба. Прощальная панихида состоится 10 января в Доме учителя в Сухуме в 14 часов. Это был очень благородный, очень интеллигентный представитель нашего общества Роман Аргун. Все, кто имел отношение к книгоизданию, к печатной продукции, естественно, они обращались не только к нему, в этот коллектив, но Роман Джигрусович это был очень благородный, очень интеллигентный представитель нашего общества Роман Аргун. Все, кто имел отношение к книгоизданию, к печатной продукции, естественно, они обращались не только к нему, в этот коллектив, но Роман Джигрусович старался всегда проявить какую-то заботу, какое-то внимание к нуждам нашей интеллигенции. Это я сам на себе ощущал. Он был полиграфист самого высшего такого класса, уровня. И поэтому его очень уважали в коллективе. По крохам, по крупицам все он восстанавливал, возрождал полиграфическую нашу всю систему. Еще очень много пользы мог принести нашей стране в сфере этой очень тонкой, очень деликатной полиграфии, национальной печати. Фактически Владислав Григорьевич очень помогал ему в каких-то вопросах, потому что он знал, что без национальной печати, без полиграфии, без собственной базы очень трудно. Пока и сейчас тоже нуждается очень. Он очень беспокоился, переживал, что не хватает техники, не хватает финансов. Но то, что есть на сегодняшнем уровне, это, конечно, заслуга его и его коллектива. Мы глубоко сочувствуем родным и близким. Он оставил свой яркий след в нашей национальной культуре. Ушел из жизни прекрасный наш друг, прекрасный гражданин Абхазии, прекрасный патриот. Даже трудно сказать, что он ушел из жизни, потому что он был яркой личностью. Личность, которая украшала общество. Он украшал общество. Куда он появлялся, это общество становился, если грустное было, веселым становился. Если какие-то проблемы нужно было решать, он ключи находил решение этих проблем. Он прекрасный специалист был. Очень трудно говорить, что его нет среди нас, потому что он вообще очень интересная личность был. Я с ним со школьной скамьи дружу. В школе тоже такой же был он интересный. Ни одного человека нету, выпускников Сухумской школы-интернат тех годов. Это было
лет 50 тому назад, который его не знал бы и не запомнил бы его прекрасные качества. Ситуация с пожарами в республике остается крайне сложной. По сообщению МЧС Абхазии, в 9 часов 36 минут 9 января произошло возгорание в доме по улице 16 марта в Гагре, в северной части объездного тоннеля. Деревянный дом выгорел полностью. В огне погибла пожилая женщина. Устанавливаются причины пожара. Также на днях сотрудники МЧС Абхазии провели спасательную операцию в верховьях реки Гумиста. Автомобиль УАЗ с местными охотниками был заблокирован сильным течением реки в районе Двуречья. Машину удалось вытянуть при помощи спецтранспорта МЧС. Пострадавших нет. Противотанковая мина ТМ-62 времен Отечественной войны народа Абхазии была найдена недалеко от автомобильного моста через реку Бзыбь, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. По словам пресс-секретаря ведомства Мизана Ломия, мина была случайно найдена жителям близлежащего дома. Вызов в МЧС поступил в службу ночью 6 января, а утром мина была обезврежена и взорвана в безопасном месте. Как отмечают в МЧС, на территории Абхазии до сих пор находят неразорвавшиеся мины и снаряды времен войны, и они очень опасны. У меня в среднем в месяц где-то 10-12. В зимнее время меньше. Летом, как люди начинают расчищать свои участки, там новые какие-то поля обрабатывают, и, конечно, соответственно, больше получается звонков. Это все с нашей войны, хоть и 25 лет прошло, немало еще остается. Там, где проходили боевые действия, чаще всего это вот территория Ишеры, верховья реки Гумиста, да, и Ачамчирский район в основном, конечно же, побольше. Организация работала, Хеллотраст, которая по территории Абхазии расчищали известные места, которые, да, по информации, по картам, которые предоставляли те или иные лица. Но вот какие-то отдельные участки остаются, так как таковых минных полей уже не существует, но там где-то находят люди, кто ложили, погибли, может быть, кто-то забыл. Совершенно разные абсолютно предметы, начиная от противопехотных мин, противотанковые мины, реже встречаются, но тем не менее. Боеприпасы, не разорвавшиеся снаряды и так далее, патроны, ну, там, они менее какую-то опасность представляют. В случае находки звонить в МЧС, допустим, можно звонить в Минобороны, Хеллотраст занимается разминированием на территории Абхазии. Звоните, и дальше мы знаем, что делать. Трогать не надо, ограждать не нужно, потому что помимо того, что вы видите, там еще могут быть, которые не видно, под землей может находиться. Поэтому подходить, фотографировать и так далее, лучше этого не делать. В любое время, в субботу, воскресенье, без выходных мы работаем. Звоните, обращайтесь. Зимой увеличивается риск заболеть простудными инфекционными заболеваниями. Одним из самых опасных является вирус H1N1, так называемый свиной грипп. По данным СМИ, на сегодняшний день в соседней Грузии от последствий свиного гриппа скончались больше 11 человек. Эти факты вызывают опасения среди местного населения Абхазии. Однако, как говорят врачи, на данный момент на территории республики не выявлено ни одного случая заболевания свиным гриппом. Врачи отделения Сухумской городской инфекционной больницы отметили, что вакцинация от гриппа на территории республики прошла сравнительно недавно, и случаи заболевания опасной болезнью не зафиксированы. На сегодняшний день ни одного случая в Абхазии по поводу H1N1 не зарегистрировано. Свиной грипп, по-другому называется H1N1, он распространяется воздушно-капельным путем. Заболевание начинается так, как обыкновенное ОРВИ, с подъемом температуры, с катаральных явлений, каких-то там, с ринита, с кашля. Просто он усугубляется пневмонией и протекает намного тяжелее, чем простой ОРВИ. У нас в Абхазии проводится вакцинация от сезонного гриппа. В этом году у нас вакцинация провелась, и, честно говоря, на данный момент ни одного случая просто сезонного гриппа у нас в больнице не зарегистрировано. И о погоде. По сообщению гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем плюс 5-10 градусов. Температура морской воды плюс 11 градусов.
Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.